Проблемы очень большие. В основном у нас проблемы с кишниками. Ну, волки, медведи в основном. Ну, это борьба с ними мы бьем работу, но безрезультатно. Потому что у нас надо было с ними бороться ядом. А яд у нас запретили. Уже давно запретили. С 2005 года, по-моему, запретили. Самая эффективная борьба была этот яд. Трицетат бария. Если такого не разрешает, мы стараемся охотиться сами. Сами это наши оленоводы. И ставим создаем бригады на охоту волков, волчатники бригады. И вот это все равно нас капканами, с буранными ружьями стреляют, и безрезультатно. Но все равно больше. Сейчас условия, конечно, каждый раз тяжелые становятся. И в последнее время, с 2014 года у нас в основном в горно-таежном есть проблема изменений по зарплате, да? Механизм изменений. И у нас было изменение зарплаты. И из этого страдают наши оленоводы. Вот хозяйство не может создать условия труда, потому что у нас нехватка оленоводов. Да? Кадров не хватает, основных горно-таежных. Из этого все дают только фактически только работающим оленоводам субвенции идет. Через Госкомитета по Арктике, да, по делам Арктики, они вроде повысили, да, они дают 15 тысяч, и еще плюс должны давать муниципальное образование 2500, и еще хозяйство должно оплачивать. Ну, по-нашему это у нас неправильно идет по зарплате. Если у нас есть по хозяйству, по голове есть, а оленоводов нету. Из этого, если где-то работает 5 человек на 9000 линей, и на 200 линей 5 человек работает, да, они получают одну сумму. Я и другие директора хозяйства не согласны по этому. Мы сейчас боремся за это и писали нашему главе республики, Борисову, письмо, что надо изменить в этот механизм. Механизм со стандарта по голове дать, так как у нас не хватает кадров.